Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие мои братья и сестры, и все, кто видят и смотрят это видео, смотрят его по интернету, по каналу, по ютубу, где бы это ни было, кто бы не слышал это видео, обращение ко всем мусульманам, ко всем мусульманкам. Сегодняшнее положение женщин, мусульманок, крайне возмутительное и крайне недопустимое. Сегодня женщины-мусульманки перестали бояться Аллаха, перестали готовиться к раю, ослушиваются Аллаха своим поведением, ослушиваются Аллаха своим одеянием. Сегодня женщины-мусульман, жены мусульман, дочеря мусульман одеваются крайне несоответствующие нормам ислама. Одевают внутреннюю, нижнюю одежду, которые раньше одевали нижнюю одежду, сегодня выходят на улицу. Выходят на улицу в майках, колготках. Женщины одевают джинсы, уподобляясь мужчинам. Еще страшнее этого, на этих джинсах ходят уже большими порванными джинсами. Раньше люди выходить с порванными джинсами, на них латки ставили. Сегодня стало модным на эти джинсы тоже порванными джинсами ходить. Даже девушкам сегодня сделали модой. Обращаюсь к мусульманкам, которые видят, слышат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаляма в хадисе говорит: «Синфани мин уммати мин ахлин нари лам арахума». Из моего уммата появятся две категории людей, которых я не увижу. Но они, говорят, оба будут из обитателей ада. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. Поистине, говорит, появятся люди, которые дубинками наподобие хвостов коров будут избивать ни в чем не повинных людей. Это первая категория, которая зайдет в ад. Вторая категория, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Ванисаун كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام». Достоверный хадис. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: и вторая категория, которых я не увижу, потому что в период пророка даже мусульманки представить себе, чтобы они выходили на улицу обнаженными частями тела, это было крайней глупостью, невежеством, фиском. Край, предел грешности было бы во время пророка видеть женщину, значит, не прикрытую свои руки или же ноги, или же положенные части тела. Расулуллах сказал: я, говорит, этих женщин не увижу, они, говорит, появятся ближе к судному дню. Женщины, касиятун арият, одетые, но вместе с этим и обнаженные. Женщины называются одетые и обнаженные, если одевают прилегающие к телу одежду, если одевают не прикрывающие положенные части тела одежду, или же если одевает одежду из тонкой материи, через которую просвечивает ее тело. Эту женщину называют одевшаяся, вроде бы одежда есть, но вместе с этим она обнажена. Касиятун арият, одетые и обнаженные вместе с этим. Маилятун, женщины, которые преклоняются к чужим мужчинам, пытаются понравиться чужим мужчинам, выходя из дома, делают и косметику, и парфюмерию, используют все, и, значит, не закрывают части тела. Для чего? Чтобы понравиться чужим мужчинам. Расулуллах говорит: женщины, которые пытаются склонить к себе мужчин, и маиляту мумилят, сами преклоняются к ним, склоняются к ним, и мужчин хотят себе склонить. Женщины, которые ходят по земле, делают фасад, разводят смуту, соблазняют, значит, противоположный пол, ослушиваясь Аллаха, греша Аллаху, ввергая мусульман в грех зина глаз. Да, глаза совершают зина, да, глаза зина совершают. Когда у пророка спросили: и что же является, значит, прелюбодеянием глаз, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: это, говорит, смотреть на противоположный пол, смотреть шахватом, со страстью. Маилату мумилат.
Женщины, которые, говорит, не зайдут в рай и не почувствуют запаха рая, это, говорит, женщины одетые и обнаженные, которые сами склоняются к чужим мужчинам пытаются соблазнить, склонить их в свою сторону, понравиться чужим мужчинам. Руусухунна каасниматил бухтил маиля. Женщины, волосы которых стоят дыбом, значит, как макушка, как горб верблюда, делают большие, огромные прически. Расулуллах в конце говорит: «Ла ядхулна аль-джанна». Они, эти женщины, в рай не зайдут. Эти женщины в рай не зайдут. «Вала яджидна рихаха». Даже эти женщины запаха рая не почувствуют. Если хоть даже будет распространен запах рая на расстоянии 500 лет. Вокруг рая на расстоянии 500 лет будет, говорит, распространен запах рая. Эти женщины, которые ходят распутно, не закрывая положенные части тела, хоть будут совершать намазы, хоть будут поститься в месяц Рамадан, хоть будут считать себя праведными мусульманками, если эти женщины не закрывают свои части тела, этот грех может стать причиной, чтобы они не зашли в рай, даже запаха рая не почувствовали. Этот грех обнажения своего тела, может стать причиной для них, что они никогда, значит, не почувствуют, даже не приблизятся к раю, даже на расстоянии, где они могут почувствовать запах рая. Да, женщины виноваты в этом, то, что они ослушиваются Аллаха. Но большая вина остается все-таки на мужчинах. За каждую женщину отвечает какой-то мужчина. Отвечает муж, отвечает отец. Все являются или же мужьями, или же отцами. Каждый отец будет Аллах спрашивать его: ты дал воспитание своей дочери? Дочь не покупает одежду на свои деньги. С детства ты покупаешь на свои деньги одежду своей дочери. В школу ходит твоя дочь, ходит в неподобающем виде. Кто покупает одежду? Отец и мать. Дочь, которая привыкла, начиная со школы, обнажать свои части тела, привыкла со школы ходить в колготках в школу. Когда эта девушка вырастет, станет совершеннолетней, когда ты ей скажешь: одень хиджаб, разве она оденет? Ты же испортил ее нрав, испортил ее характер. Сделал похожим на женщин-кафиров, которые зайдут в ад. Разве они после 15 лет начнут одевать хиджаб? Дорогие мои братья, женщина в ад не пойдет, пока, говорит, перед собой не поставит мужчин. Пока не поставит перед собой отца, брата, мужа. Пока она не скажет перед Аллахом: я Аллах, вот они, если мне сказали бы, я одевалась бы по нормам ислама. Но они мне не сказали. Вот пусть они отвечают за то, что они мне не сказали. Пусть они несут грех и ответственность, значит, за меня сегодня, завтра, судный день, за то, что они мне в дуне ничего не сказали. За то, что они мне молчали. Когда выходит дочь на улицу, обнажая свои волосы, обнажая свои части тела, есть мужья, которые говорят: ты моя красавица, говорит своей жене, вот так ходи. Есть отцы, которые рядом с мужчиной, муж, отец, на джамаат намазу ходит, на джума намазу ходит, себя считает мусульманином, рядом ходит жена полуобнаженная или же дочь полуобнаженная. Где твой иман? Где твой ислам? Где твой истинный иман, следование за сунной шариатом Аллаха? Если сегодня кто-то говорит, что он любит свою жену, любит своих дочерей, как он может любить мать своих детей, свою жену? И какая это любовь, если он знает, что она завтра будет гореть в аду? Знает это, но сегодня оставляет ее одеваться, как она хочет. Если ты любишь ее, спаси ее от ада. Любишь жену, спаси от ада.
Иначе какая твоя любовь, которую ты позволяешь жене, чтобы она завтра сгорела в аду? Давай, следуя похоти малой этой короткой мирской жизни, согласен, чтобы она горела в вечном долгом аду ада, огне ада? Субханаллах. Твои дочери, ты ими восхищаешься, они твоя гордость. Но за то, что они не ходят, не одеваются по нормам ислама, сегодня выходят на улицу, и нету никакой разницы, это мусульманский город, или это какая-то Европа. Одежда женщин, не видим разницу. Есть, альхамдулилля, много мусульманок одели хиджаб. Это радует. Но есть те, которые до сегодняшнего дня продолжают аморальный образ одеяния, продолжают ее одевать. Продолжают носить моду. Если это слово прочитать назад, обратно, мода обернется для них чем? Мода обернется адом. Слово мода прочитайте назад. Обернется чем? Адом обернется для тех людей, которые следуют за модой, которые не соответствуют нормам шариата. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаляма в хадисе говорит: «Ма таракту ба'ди фитнатан адарра аля риджали минан ниса», раваху Бухари. Я, говорит, после себя не оставил ни одну смуту более опасную для мужчин, чем женщины. В другом хадисе Расулуллах саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Инна дунья хульватун хадира, ва инна Аллаха мустахлифукум фиха, фаянзуру кайфа та'малун, фаттаку дунья ваттаку ниса, фа инна ауаля фитнати бани Исраиля канат фин ниса», раваху Муслим. Расулуллах говорит, саллаллаху алейхи вассалям, эта мирская жизнь, ее блага, эта мирская жизнь, говорит, она как зеленая, сладкая, спелая вещь, говорит, нравится, говорит, человеку. Аллах, говорит, вас сделал наместниками на этой земле. Не для того, чтобы мы обманывались этим миром, а чтобы этот мир использовали для своего ахирата. Расулуллах говорит: «Фаттаку дунья». Бойтесь этого дунья, не обманитесь этим миром. И дальше говорит: «Ваттаку ниса». Опасайтесь женщин. Опасайтесь в вопросе женщин. Поистине, говорит, первый фитна, первый бала, первое несчастье, первое горе, первое наказание племени Бану Исраиль, Аллах, говорит, не спасал на них наказание по причине женщин. Когда их женщины стали распутными, потеряли совесть, начали распутно одеваться, начали себя вести распутно, первая фитна, первый балах, наказание на племя Бану Исраиль, Аллах, говорит, не спасал по причине женщин. Опасайтесь, говорит, этого фитна, чтобы на вас тоже не пришел балах, наказание Аллаха по причине распущенности, значит, нашего общества, наших женщин. Потери стыда. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-хаяу миналь иман, ва ла имана лиман ла хая алаху». Воистине, говорит, стыдливость, чтобы женщины были скромными, стыдливыми, это, говорит, из имана. И мужчины, и женщины должны быть стыдливыми. Должны стыдиться, ослушиваться Аллаха, переходить границы Аллаха. Аль-хаяу миналь иман. Стыдливость, говорит, это из имана. И нету, говорит, имана у того, кто, говорит, потерял стыд. Кто потерял стыд, у него, говорит, имана нет. Те женщины, которые потеряли стыд, у них иман заканчивается. У них иман заканчивается. Если они не сделают тавбу, не попросят Аллаха прощения, не встанут на путь Аллаха, они будут наказаны наказаниями ада. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.